Здравствуйте, Талгат Нуралиевич. Как вы оцениваете международную интеграцию транспортной системы Астаны в мировое сообщество и сотрудничество с UITP? Что даст участие в UITP Казахстану в целом и нашему городу? Добрый день. Во-первых, хотел поздравить вас с сегодняшним нашим мероприятием. Это очень для нас, для Астаны, знаковое событие. Мы являемся теперь неотъемлемой частью Всемирной организации пассажирского транспорта, и это очень радует. На ваш вопрос хотелось бы дать следующий ответ, что мы стараемся идти в ногу со временем, мы стараемся использовать максимально тот опыт, который сейчас есть и наработан городами, странами, компаниями, и имеет больший прогресс, нежели когда-то у нас. На сегодня могу смело сказать, что мы в определенных моментах мы догоняем эти прогрессы. Мы стараемся идти в ногу со временем и не уступать ни в чем. Поставленная задача президентом, руководством страны, акимом города соответствовать всем международным стандартам, а также те мероприятия, которые ожидают город, такие как международная выставка Экспо, ставит определенные задачи. Мы уверены, что мы это выполним благодаря именно той практике и тому опыту, который вносит организация UITP. Талгат Нуралиевич, а скажите, пожалуйста, в Астане на сегодняшний день реализуется достаточно масштабная комплексная программа модернизации вообще всего транспортного комплекса. В каких еще городах мира проводятся такие в настоящее время большие программы и проекты? Мы благодаря UITP сотрудничаем практически со всеми крупными мегаполисами. В той или иной мере программы развития пассажирского транспорта идут практически везде. Масштабные на сегодняшний день у нас наши коллеги – это город Москва, очень большая, просто колоссальная работа ведется. Это Дубай, тоже они на первый взгляд может показаться, что там все уже стоит, на самом деле они точно так же идут в стадии развития. Это и европейские города идут на определенные реформы. Научно-технический прогресс и технологии, и инновации привносят свои коррективы. Уже транспорт не является тем традиционным или архаичным каким-то видом отрасли. Это все больше и больше инноваций, все больше и больше технологий. И поэтому мы ориентируемся на лучшие практики, и в этом нам полностью содействует и помогает организация UITP. Какие новые проекты внедряются на сегодняшний день в Астане, и какие перспективные направления вы можете выделить еще в развитии транспортного комплекса? Самый главный проект Астаны – это реализация проекта легкого метро. Это ЛРТ. Это очень большой проект, не только для Астаны, для Казахстана. Это дорогой проект, но он оправдан, мы в этом убеждены. Линейные системы для такого города, как столица Казахстана Астана, необходимы. Мы не можем постоянно наращивать количество автобусов, и в принципе уже давным-давно это все назрело. Город уже на сегодняшний день свыше 1 миллиона жителей, это и рост населения, ежегодный прирост, это и рост транспорта. Все это идет к тому, что идет нагрузка. Нужны линейные системы. И выбор руководства страны по реализации проекта ЛРТ, это нас очень радует. Это очень непростой проект, он требует очень больших капиталовложений и большой подготовки, но мы на это идем. Руководство страны и города в этом нас абсолютно поддерживает.
И этот проект будет реализован в течение ближайших 2 лет. Значит, это вот базовый проект. Второй проект – это, конечно же, обновление и модернизация пассажирского транспорта. Очень долгое время общественный транспорт, в частности автобусы, не обновлялся. Сейчас уже на протяжении 2-3 лет идет программа по модернизации. Мы обновляемся. Обновляемся не просто старые на новые, новые на старые. Мы обновляем еще и систему управления в рамках этих автобусов. А эти автобусы уже абсолютно нового поколения, 4-5 поколения, с самым высоким уровнем экологического стандарта безопасности. Это вообще совершенно другая машина. Там и система управления, информирования, диспетчеризации, и электронная система оплаты. Это все те компоненты и косвенные проекты, которые мы также продолжаем реализовывать. То есть это Астана пошла по пути комплексного решения. Нельзя идти, решить отдельно то, отдельно это, потом очень большие сложности с интеграцией между собой, недостаточное законодательство, все это привносит определенные проблемы. Мы их сейчас реализуем, правительство нам во всем помогает, мэрия во всем помогает, и поэтому мы уверены в успехе наших проектов. Талгат Нуралиевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее о конференции. Это же первая конференция UITP в Астане, и сегодня проходит первый образовательный день. Основные сессии и спикеры будут, конечно, завтра. Расскажите, что вы ожидаете от сегодняшнего дня и что планируете на завтра? Как точно было отмечено, компания Астана ЛРТ считает, что одной из основных задач наших это является образование. Мы столкнулись некоторое время назад с вопросом квалификации специалистов, их наличия и соответствия этих людей тем инновациям и тем новым техническим решениям, которые сейчас воздействуют на общественный транспорт. Это во всем, вот во всем. Начиная от принципов управления пассажирских перевозок, законодательная часть, технология, значит, смарт-решения во всем сейчас практически у нас применяются. Вот, и во всех этих аспектах нам нужны специалисты. Поэтому Астана ЛРТ очень долгое время сотрудничает практически с многими образовательными центрами, вузами. Мы вовлекаем огромное количество студентов, это наш конек. Мы делаем отбор по специалистам. Понятно, что какой-то отдельной кафедры ITS не существует нигде в мире. Это только корпоративные направления и существующие практики, которые имеются в мире, только на базе существующих практик. Вот одна из существующих практик – это Астана ЛРТ. И сегодняшний день тому яркий пример. Мы сейчас в процессе перерыва, подходят очень много руководителей вузов, кафедр, факультетов, которые с нами сотрудничают или хотят сотрудничать. Есть хорошие планы по созданию каких-то центров компетенции, даже вплоть до этого, каких-то технологических классов, практик в различное время. Мы вовлекаем вузы исключительно не только на последующее сотрудничество, мы вовлекаем вузы и студентов во время исследований, тем самым люди уже вовлечены, все это наши граждане, все это наши жители нашей столицы. Спасибо большое. Я желаю вам плодотворной работы в эти дни конференции.